Советская Россия приходит на помощь Армении. В конечном счете Красная Армия устанавливает советскую власть во всем Закавказье. В общем-то, действительно, трудящиеся всех этих народов устанавливают советскую власть. Всем надоела гражданская война и разруха. И все понимали, что буржуазия это беспредел, и что буржуазия финансирует все эти бандформирования, которые там гуляли. Но сильнейшим бандформированием, который действовал на всей этой территории, это был Дашнак Цутюн. С другой стороны, большевики в начале своего пути там, они вооруженной силы не имели. Там происходит довольно страшная вещь. В советское время об этом не говорили, но сегодня пришло время сказать. Значит, все мы знаем про 26 бакинских комиссаров. Тот, кто, в общем-то, пытливо интересовался историей, он видит, что это 26 армянских фамилий. Ну как же так? В Баку что, только одни армяне жили? Ну это же как-то не так. Что-то тут не то. Значит, первый совет бакинский, да, в основном состоял из армян, а самое главное, у него не было вооруженной силы. Пришла партия Дашнак Цутюн, не Гончак. Гончак, они были социалисты, они были, в принципе, да, за все хорошее, марксисты. Они не имели своей силы вооруженной. Дашнак Цутюн к тому времени обладали оголтелыми бандформированиями, которые уже прошли десятилетия боевой подготовки на территории балканских государств православных под руководством французской разведки. И идея была Армения от моря до моря. Хотя никогда ни одна историческая Армения она не простиралась от моря до моря. Никому не. Ну, от Черного до Каспийского. Ну, не до Балтийского хорошо, да. Ну, вот. Ну, действительно, ВКЛ было от Балтийского моря до Черного. Не Польша, а ВКЛ было. От Балтийского моря до Черного. Да. И в качестве своей вооруженной силы Бакинский совет говорит, Дашнак Цутюн, устанавливайте советскую власть. Это установление советской власти вылилось в дикую резню мусульманского населения в Баку в 18 году. Ну, естественно, когда туда вступила затем турецкая, затем английская армия, по крайней мере, с теми, кто нес ответственность за это, действительно разобрались очень сурово. Имели место, конечно, всплески погромов против армянского населения, но они не шли ни в какое сравнение с тем, что учинили дашнаки, значит, вот в этот период власти Бакинского совета. В свое время на книжной выставке в Минске, там представляло посольство Республики Азербайджан книгу, собственно, книга документов, вот такая здоровенная, но они на продажу, они почему-то выставляют книги не на продажу, не знаю почему-то. Масса было интересных книг, история Дербента, не продаем. Вот. Не будем вдаваться в детали, но скажем только, что в Средней Азии, как я сегодня называю центральной, тоже большевиков не было на первом этапе вооруженной силы. И там тоже действовали дашнакские отряды, которые оставили самую страшную память. В советской истории это было вычеркнуто, но поскольку я за 30 лет жизни в Израиле имел общение тесное и с людьми как бы разного образовательного уровня, в том числе и очень серьезного, из южных общин моих единоверцев советских, как бы память, она жива была у старшего поколения о деяниях дашнаков в Средней Азии. В смысле получается, что эти люди там прожили уже по 90 лет должны были быть. Если вот даже больше. Дашнаки опирались на армянскую диаспору Средней Азии, но естественно, что это как бы для того, чтобы показывать массовку. А профессионалы, как мы знаем, это профессионалы, это боевики. Ну, я понимаю, но вот те, кто помнил вот это. А люди нет, те, кто помнит, нет, но это люди рассказывают друг другу. Ну, я тоже во время гражданской войны не жил, я могу массу интересного сказать о гражданской войне на Украине. Да. То есть об этом была память. Значит, интересный такой момент, что после взятия Ашхабада красными был расстрелян за военные преступления мародерства горский еврей. На самом деле, собственно, те силы, которые захватывали, это были ударные силы, это были дашнаки.
И, естественно, подставили, значит, одного из командующих тоже, так сказать. Ну, почему бы не подставить? И почему горский еврей командовал взятием Ашхабада? Дело в том, что Красная гвардия Дагестана, например, она на четверть состояла из горских евреев. По одной простой причине. Ребята эти были с детства владевшие оружием всяким, и скакавшие на конях. И при виде того, что творят белогвардейцы с еврейским населением, без разницы, будь то европейская или южная, да, они, собственно, понятно, массами вступили в силы Красной Армии. В общем-то, именно это и есть вот это легендарное, почему евреи были за большевиков. Да, они были никак не за большевиков. Евреи вообще были за царя, пока был царь, массе своей. Потому что было иудейское население, в своей подавляющей массе традиционное. Кроме там особо продвинутых, значит, в городах. Вне чертесилось. Но поскольку вся вооруженная контрреволюция занялась ну, просто конкретно истреблением иудейского населения на всех просторах Российской империи. От Монголии, где барон Унгерен, сколько там было в Урге евреев, значит, вырезал их подчистую всех под нож, а их там было довольно немало, потому что и на Дальнем Востоке жили, в Чите, в Иркутске. Хорошо. Вот. А идеологическое обоснование вот этой ненависти какое было? Вооруженная контрреволюция? Нет, Это ну, в смысле, то, что евреев вырезали. отдельный вопрос. В принципе, спросить надо их, но обоснование было такое, что ну как, охрена они тут. Нас скинули, а они тут. Вот. Значит, и, скажем, дашнаки в ходе своих походов гуляй полем по Закавказью, они совершили набег и на азербайджанский город Губе, в том числе на его еврейскую часть, Красную Слободу, компактная еврейская. Там, кстати, по сей день, говорят, последнее еврейское местечко на земле, это сегодня Красная Слобода. Ну, в советское время назвали Красная Слобода, до революции называлась без долгих, как говорится, умствований, еврейская Слобода. И набег был такой, что население бежало в Дербент. Бежало в Дербент, потому что в Дербенте к этому моменту уже были большевики. Там уже были большевики. И люди говорили, что ну мы тут вообще все, мы тут бедные все люди, большевики любят бедных. Они любят бедных. Это Красная Слобода, там не было ни тузов, никого, ничего. Были горские евреи, конечно, там. Нальчики в Дербенте, в Баку, которые были. А Красная Слобода это были кто? Там, приусадебный участок, виноградники, ремесленники. Вот, то есть набег такой, что целое, значит, поселение немалое поднялось и ушло. Партия дошла к Цутю. Конечно, к чести советской власти, неудивительно, в созданном в Советском Союзе истории Дашнак Цутюн были осуждены, как оголтелые националисты. И в 1938 году вышел фильм «Зангизур», где якобы восстание, значит, трудящихся армян-большевиков против армян-дашнаков. Ну, на самом деле оно происходило все не совсем так. Теперь за границей процветает большая армянская диаспора, которая выдвигает своих деятелей. Деятели, поучаствовавшие в этнических чистках. 10 тысяч квадратных километров Араратской республики превращаются в 29 тысяч квадратных километров Армянской ССР. И происходит, собственно, этническая чистка азербайджанцев путем переселения, но совсем недобровольного, в начале 20-х годов, а дальше уже с административным ресурсом, сказать, возникших республик. Вот. Ну и советское руководство Азербайджана, в общем-то, было очень радо, что наконец стабилизировалась советская власть и были готовы идти навстречу любым пожеланиям из Москвы. А в Москве относились с большой симпатией, тем не менее, именно к армянам. И именно в соотношении с мусульманским населением Закавказья. Ну, всякое про Сталина говорят, кого он любил, кого он не любил, в основном это мифология. Но одно можно четко сказать, ну, любовью к мусульманам он не отличался. Это мы можем сказать совершенно четко. Даже когда читаем его работы дореволюционные, где он говорит про праве нации, на самоопределение, но то на все самое жестче всего он отзывается о закавказских татарах.
Так что мы им дадим самоопределение, чтобы они были под властью своих мул. Это самые реакционные темные силы. Вот. И Армения прирастает территориями, где, безусловно, большинство населения было тюркское, мусульманское, как их ни назови, которые оттуда активно переселяются. В это же время продолжается переселение армян из стран диаспоры. А активисты, идеологи национализма, они наоборот, с территории Армении уходят в диаспору. И, например, такой деятель, как Горегин Нжде, на конце Г, ну, кавказским языкам свойственно 3 согласных сразу, это ничего, может быть и 4. То есть армянский язык, он вот между своим древнейшим корнем предполагаемым, между тюркским, иранским и, конечно, кавказскими языками, вот Нжде. Значит, это создал идеологию, наверное, из всех идеологий оголтелого российского, арийского, прошу прощения, арийского национализма, который питается из языческих корней, то есть производит себя из языческих корней. Это то вот очень интересно, что оголтелый национализм смыкается с фашизмом и смыкается с языческими корнями. Были в Иране такие потуги. Они обнаружили, что неопределенная форма глагола в иранском языке современном, ровно как в немецком, совпадает. Вообще-то мы арийцы, и вообще-то ислам этот нам вообще где-то навязали, и было такое возбухание. Но это быстро прекратило оккупация Ирана советской и британской армией. Шла Вторая мировая война, было не до шуток. Вот. А он, значит, смыкается с фашизмом конкретно в Германии, то есть смотрит с замилованием на путь вот этот немецкого фашизма, разрабатывает свою идеологию. Цехокронизм. Не будем на ней сейчас останавливаться. Открываем русскую Википедию и смотрим. Цехокронизм. Дикая совершенно идеология, которая, она как бы свойственна всем националистам. Границы они тонкие. В общем-то, обычный националист, он может быть и вполне даже белый пушистый. Но от него один шаг до шовиниста, дальше оголтелый шовинист, дальше фашизм. Самая цельная идеология это вот этого цехокронизма. Нация делится, армянская нация, которая, понятно, всем, ну, Ной говорит по-армянски, дальше не буду. Вот, значит, есть голова, которая бойцы за национальную идею, есть народонаселение и есть подонки. Подлые люди, выражаясь на старорусском языке, да, это те, кто вот не разделяют национальную идею. То есть людей делят на правильных и неправильных относительно, значит, вот их взглядов на национальный тот или другой вопрос. Собственно говоря, это мы наблюдаем сегодня, к сожалению, у южных соседей страшным образом, значит, вот какие украинцы правильные, неправильные и т.д. Цехокронизм смотрим в русской Википедии. Когда попадают в плен бойцы Красной Армии массами, совершенно естественно, Горегин Нжде организовывает армянский батальон. Армянский нацистский батальон. И надо сказать, что кроме Украины нигде не происходит такая оголтелая героизация откровенного, но не то что коллаборанта даже где-то по неволе, но в конце концов не товарищ и заслуженно казненный предатель Власов, но он в конце концов в плен попал. А тут приходит дядька конкретно к нацистам и говорит: давайте из моего благородного армянского народа сделаем легион СС. И делайте. Ему стоят памятники, громадный памятник посреди Ивана, но более того, его идеология считается, так сказать, не просто рукопожатной, а вообще какой-то такой цацкой в современной Армении. Это уникально. Об этом говорит, кстати, президент Азербайджана, господин товарищ Ильхам Алиев, что мы говорим про героизацию нацизма там и сям, а тут просто прямо посреди Армении. То есть мы видим, значит, оголтелый национализм, ну и ему всегда нет конца. То есть если мы смотрим, Армения была создана моноэтнически. И она стала моноэтнической на месте мусульманского населения. Понятно, никаких благ она не принесла ни Франции, ни Российской империи. Принесла ли она Советскому Союзу благо? Наверное, нет, но, возможно, тем, кто действовал на его развал, там какие-то механизмы были задействованы.
по крайней мере, началась совершенно ничем не спровоцированная этническая чистка остатков последних сотен тысяч азербайджанцев, которые жили на территории Армянской ССР во второй половине 80-х годов. Какого столетия? 20-го? 20-го, в 87 году. Мгм. А толпы в Ереване скандировали «Ленин, партия, Горбачев». И требовали выселения всех мусульман, их назвали турками, и, значит, присоединения Миацум Нагорно-Карабахской АО к Армении, несмотря на отсутствие территориальной протяженности. Вот. Дальше уже пошел, собственно, вооруженный конфликт, который закончился так, как закончился. И сейчас противостояние, очевидно, наблюдается и в самой Армении, и в армянской диаспоре, между здравомыслящими силами, более или менее, и между оголтелыми шовинистами. Ровно такое противостояние, как мы сейчас увидим, значит, наблюдается в третьем проекте, к которому мы перейдем. Это очень такой краткий огляд событий. Зверства, учиненные армянскими бандформированиями, скажем так, чтобы не обижать Республику Армению, члена все еще ОДКБ, бандформирования творили дикие зверства по отношению к мусульманскому населению. Причем массовые и именно такие как бы продуманные. В то же время, но мы знаем, что были, да, погромы армян в Баку. Это все было уже после зачистки. Была окончательная зачистка территории Армянской ССР вот с 1987 года. Ну, подождите, а инициировали это кто? Англичане или кто-то? В 1987 году это инициировали армянские националисты из Москвы. Зори Балаян, и была такая писательница Сильва Капутикян, и мы ее помянем, когда будем говорить о третьем проекте сионистском. Она внесла свой вклад, очевидно, мимо воли, но как бы все, так сказать, ну, трудящиеся, братья, не братья, но, по крайней мере, сидя, чтобы были братья. Оголтелые шовинисты всегда ненавидят друг друга, но их идеи питают друг друга. Как мы сейчас увидим, когда будем говорить о сионистском проекте. Сильва Капутикян приехала в Ереван и сказала: я говорила с Михаилом Сергеевичем, и он высказал полное понимание позиции, в общем, даешь мне отцу, турок подальше и всякое такое. При этом превращение на 19 тысяч квадратных километров, оно сопровождалось этническими чистками. Скажем, район Зангизура, да, где сейчас просит смиренно Ильхам Алиев коридор для торговли, для того, чтобы всем становилось лучше и хорошо, да, и как бы, наверное, самое разумное было бы прозвучало на азербайджанском телевидении, чтобы Россия была как бы гарантом этого коридора, да, вот тут вы будете миротворцы, чтобы шла торговля, чтобы все бы, что сказать. Война, разруха, население Армении было 4 миллиона, сейчас это где-то 2,5, массами люди, конечно, эмигрируют. Вечная война, это ничего хорошего не сулит никому. А самое главное, что милитаризм всегда приводит к военному поражению. Это всегда. Потому что люди теряют чувство реальности. А в войне ты не выстоишь, если ты потерял чувство реальности. Надо сказать, что в Советском Союзе никогда не было милитаристского духа. При всех войнах Вена было военно-патриотическое воспитание, а милитаризма не было. Духа милитаризма не было. Что такое страна, полностью проникнутая духом милитаризма, я за 30 лет в Израиле, собственно, видел. Причем люди это уже там не замечают. Как говорят, что такой сифилитик, у которого нос провалился, он уже не заразный. Да, то есть он уже, да, все, он уже вообще обычный. Только что нос провалился, но он на себе это не видит, не чувствует. Вот, значит, как может обойтись арийский оголтелый шовинизм фашистский без юдофобии? Конечно, все имеют свою юдофобскую жидоедскую конспирологию. Имели ее белогвардейцы. От белогвардейцев это приняли американские протонацисты, от них уже на всю катушку нацисты немецкие. Свою конспирологию имеют армянские шовинисты. Известно, что были события, ну скажем так, депортация армян. Безусловно, масса людей в ходе этой депортации погибла.
всегда замалчивается, после чего она началась. Началась она после действий российской армии в Закавказье, в рядах которой действовали конкретно набранные, значит, армянские силы. Ну и что они делали с мусульманскими селами захваченными, мы можем догадаться. К изумлению, кстати, командования российской армии. Такого они не ожидали. Это в каком году? Такого не видели нигде. С началом Первой мировой войны. Мы знаем, что российская армия отступала на Западном фронте, но начала наступать на Кавказ. И, собственно говоря, было принято решение о депортации армян. То, что называют армянским геноцидом, спорят вокруг этого. Ну, одно могу сказать. Турецкая страна предлагает, давайте откроем все архивы. Давайте откроем все архивы, начнем изучать. Совершенно ясно, что никак не могло погибнуть 1,5 раза большее количество армян, чем их было за все, про все, по всем данным в Анатолийской Армении, условно говоря, Армении. Они нигде не составляли большинство населения. Больше, чем там было 2,5 раза, погибнуть никак не могло. Кроме того, образовалась новая армянская диаспора, примерно 500 тысяч человек. И в Ближнем Востоке новая, и во Франции, и в Соединенных Штатах. Вот. Конечно, это тоже была трагедия страшная, но, в общем-то, число пострадавших, оно совершенно сопоставимо и, очевидно, меньше, чем тюрко-мусульманского населения в Южном Закавказье. И вот тут надо сделать небольшое отступление. Когда-то в 17 веке был такой лже-мессия или лже-пророк, которого звали Шабтай Цви. Кстати, апропо юдофобы, те шизопараноики, которые насаждали в Российской империи, вопреки мнению всех официальных властей, естественно, компетентному и руководству православной церкви, насаждали кровавый навет. Среди прочего, они говорили, не, мы не говорим, что в каждой еврейской семье кровушку замешивают в мацек Пейсах, но есть определенные секты, например, сепциевухи. Кто такие сепциевухи? Так проецировалось имя того же мессии 17 века Шабтай Цви. Всю его историю рассказывать не будем, интересующиеся могут посмотреть в Википедии или в энциклопедиях печатных, что более интересно. Одним словом, его последователи, маленькая группа его последователей, вместе с ним приняли ислам. А поскольку в странах ислама крайне просто было евреям перейти в ислам, и перешедшие в ислам пользовались особым почетом. Например, среди народов Дагестана еврей, который перешел в ислам, сразу становился бек. Не простой там полукрепостной, а сразу бек. Так его начинали титуловать. Одним словом, это маленькая группа, которые вместе за своим лжеучителем и лжепророком приняли ислам, поскольку его хотел султан, сказал, ну если ты царь, как бы, а тут царь вообще-то я и царь, и халиф, я и гарант права и безопасности всех конфессий. Ну, попутные цари не требуются. И вот эта принявшая ислам группа, они назвались Дёнме, по-турецки, я не знаю тюркских языков, не знаю, что точно это слово значит. Вот, ну, короче, значит, такие изменившие, да, или там перекрасившиеся. Они поселились в Стамбуле в 17 веке. Где-то уже к середине 19 века фактически там не могла идти речь ни о какой эндогамии среди них. Они смешались с общим турецким населением. И как раз таки это были люди так хорошо жившие, да, и образованные, и зажиточные. И когда Турецкая империя была совсем не то, что представляется тоже в исламофобском европейском мире, там ходили какие-то дикуны с ятаганами. А было государство, в котором развивалось и образование, просвещение, и вообще там нравы были намного более такие близкие к хорошим понятиям, чем то, что рисуют. Естественно, нисколько не умаляя там жестокость подавлений восстаний, выступлений и т.д. Но этим отличались не только турки, и не только в прошлые века, скажем так. Так вот, там была основана школа, в которой учились высшие образованные слои
Стамбула. И эту школу держали люди, выходцы из этой самой секты Дёнми. Естественно, из этой секты там тоже были ученики. И вот в этой школе довелось учиться и главе Новой Турции, секулярной националистической Кемалю Ататюрку, свободной от иных народов, да, и пару человек, которых обвиняют в так называемом геноциде армян. Ну, по крайней мере, значит, в их, безусловно, насильственной депортации, которая сопровождалась многими жестокостями и, естественно, гибелью людей прискорбной. Вот и все. Просто они учились, сам Ататюрк точно, и поговаривают, что некоторые из руководства млада турков, к которым Ататюрк не относился. Ататюрк точно известно, что учился в этой школе, но он не имел отношения к депортации армян. Вот. А предположительно там учились пару человек, которых потом обвинили в этой депортации, ну, которые руководили ей действительно. Этого достаточно, чтобы армянская юдофобия возбухала на всех парах, и перекинулся мост через 100 лет, когда в ходе Второй Карабахской войны, которую в Азербайджане называют Отечественной, Израиль за бабки, полнокровные и вовремя выплаченные нефтяной державой Азербайджаном, поставил туда различные виды вооружения. А армянской стороне не помогло на халяву полученное из Российской Федерации тоже прекрасное оружие. Ну, видать, и люди знают, кто за что воюет. Кто-то ведет войну отечественную, а кто-то за какие-то дикие националистические химеры. Вот такая небольшая историческая справка у нас. Самая последняя организованная депортация азербайджанцев до того, что началось... Азербайджанцев или армян? Азербайджанцев. До того, что началось в конце 80-х годов, происходило по решению советского правительства в конце 40-х и в начале 50-х годов. Цифры разнятся, но где-то порядка, скажем так, 150-200 тысяч человек были переселены с территории Армянской ССР на территорию Азербайджанской ССР. Причем интересно, что всяческая либерасня, она очень любит муссировать, как выселяли целые народы, очень они любят, жалеют мусульман. Карачаевцы, чеченцы, крымские татары. Напрочь забывают переселение азербайджанцев. Причем переселение, которое происходило в ходе войны. Вообще-то, между нами говоря, никто не знал, какова сила вермахта весной 1944 года. Никто не знал, какие у них еще ресурсы. Это мы сейчас после войны крепки задним умом. Кто его знал, что там будет? Вот. А тут просто для того, чтобы вот так и так. Ну, как я сказал, одно ясно, что вот мусульман Сталин, ну, любовью к ним он не отличался. Вообще-то для него, конечно, были равны все советские народы. Он не был какого-то, не имел какое-то особое отношение к грузинам. Великий человек, конечно, 20 века, Иосиф Строитель. Но вот специфически, учитывая происхождение из Закавказья, он не питал любви к мусульманам. Ну и потом начались события 1987 года, требованиями АЦУМа и т.д. Вкратце мы обрисовали вот этот проект и то, куда он пришел сегодня. Казалось бы, его уже можно вообще завершать, но чтобы его завершить, надо четко сказать. Там, где люди живут, они имеют право жить. Там, откуда люди были, очевидно, депортированы вопиющей несправедливостью в обозримые поколения, ну давайте скажем, на протяжении где-то последних 100 лет. Конечно, их право туда вернуться или, по крайней мере, признать этот факт. Это факт, который в документах. Он имеется в современных документах, не в народных преданиях, не в, значит, каких-то там мифологиях. Есть шансы на мир, и, собственно, все зависит от благорассудия армянской стороны и решительный разрыв с фашистским оголтелым шовинизмом. И когда уже начало казаться, что Армения идет по этому пути, туда вспоминает старую любовь Франция, сейчас ставит свою лапу, и там НАТО, ЕС и всякое такое. Следующий географический Давайте мы, наверное, сейчас закончим. Да, наверное, следующую серию да. сделаем про Ливан и сионистский проект. Они будут вместе. И я предлагаю на этом закончить нашу серию. Мы с вами прощаемся, но... Первая серия
из нашей трилогии, условно говоря, наверное, в 2 сериях. В следующих Да. передачах мы... Проекты о отбивании плацдармов в исламский мир. До свидания.